жила семья, муж, жена и ребенок лет 7-8. Вот в этом месте где-то ребенок провалился под пол. Провалиться под землю они теперь желают тем, кто строил эти дома. 7 зданий по 2 квартиры должны были стать комфортной альтернативой аварийному жилью. Но счастливыми новоселами жители деревни Подымалово так и не смогли себя почувствовать. Когда нам дали ключи от квартиры, мы зашли сюда, и у нас уже были вот эти ямки. Вот, видимо, дом расходится, щели же видно прекрасно, насквозь. Когда ветреная погода, здесь даже линолеум поднимается пузырем. Получается, они вырезали больше, чем окно, и потом уже заделали. Даже не могли нормально сделать с этой. Что, им не хватило, что ли, материала, они дополнили пенопласт или что там? Эти кадры были сделаны еще летом. Им не впервой проводить подобные экскурсии. В роли гостей все чаще журналисты. Новые дома со старыми болячками они получили в 2015-м. До этого около года здания пустовали. По собственным квартирам было страшно передвигаться, рассказывают жильцы. Земля уходила из-под ног в прямом смысле. Но если летом в новостройках еще можно было находиться, то зимой хотелось бежать. Дома не газифицированы, отопление за счет электрических конвекторов. Но тепло, говорят жильцы, в зданиях не задерживается. В итоге комиссия признала недочеты. Был назначен гарантийный ремонт. Стена висит, она получается. У меня ощущение, что там дом от лаги до лаги. От лаги до лаги она висит. Ни на чем. Во многих домах пришлось полностью менять полы. Доски сгнили, а под ними обнаружили жильцов, видимо, цокольных этажей. Здания стоят на сваях, так что под домами прекрасно расположились муравейники. Некоторые дома до сих пор пустуют. Те, у кого есть возможность, предпочли скитаться по съемным квартирам или жить у родственников. Но есть и те, кому идти было некуда, даже во время ремонта. С августа по декабрь жили вот в таких вот вагончиках. Ни туалета, ни ванны, естественно, не было. А когда ударили морозы, стены покрывались инеем. Но после ремонта здесь, я не знаю, просто как будто поиздевались еще раз над нами и все. До начала ремонта жильцы всех домов собрали деньги, оплатили независимую экспертизу одного здания. То же самое сделали уже после окончания работ. Что в первый, что во второй раз результат неутешительный. Стены признаны ограниченно работоспособными. Тот же самый диагноз специалисты поставили перекрытием и другим конструкциям. Вердикт: в зданиях многочисленные несоответствия строительным нормам и правилам. Полы также холодные, конвекторы также сжигают воздух. В месяц выходит, если холодные, прям вот морозы, ветреные, то 10, от 8 до 10 тысяч. И у всех так. Легче можно снимать квартиру, это только за свет. Сейчас к проблеме аварийных переселенцев подключился Общероссийский народный фронт. Активисты уже обратились в прокуратуру. Однозначно, эти дома не стоят тех денег, которые были вложены в них. Мы проводили мониторинг и видели, что, например, в Чесноковке или в Уфе за эти же деньги построены нормальные дома. Не продумано все, начиная от жилых комнат на втором этаже, на крыше, кончая вопросами, связанными с канализацией, с электричеством. Мы видим такой пример нового аварийного жилья, когда людей из одного аварийного жилья переселили в другое аварийное жилье. Убираем, подтираем, но это невозможно. Не работали батареи, давления газа не было, плесень лезла это. Они говорят, держите окна открытые. Их дома тоже было трудно назвать новостройками. Жильцы домов на Якуба Колоса, как говорят активисты ОНФ, обладатели нового аварийного жилья. Обои меняют каждые полгода. В квартирах сильная влажность. Строители вроде бы приезжали, сделали ремонт, но проблем от этого меньше не стало, говорят жильцы. Не хватает утеплителя. Вот как раз 1,5 метра этого утеплителя не доложили, вот оно лезет. По всей длине лезет. Вентиляции нету. Вентиляции надо эти шахты вот эти поднять на метр. В 28-м доме люди сами скинулись, подняли на метр, у них вентиляция появилась. Но у нас дома на гарантии. Но это не гарантирует, что их услышат. ОДФ потребовал от администрации города как заказчика через суд добиться устранения нарушений. Но пока жильцы продолжают соскабливать плесень со стен. Новое аварийное жилье – термин, которым активисты называют намеченную тенденцию строительства соцжилья. То ли попытка сэкономить на тех, кого обычно не слышат, то ли просто халатность. А вот жильцы таких квартир думают, что их вовсе посчитали людьми второго сорта. Эти дома социальное жилье, они построены для сирот. Нам так и говорили, эти дома построены для сирот, для бомжей, для алкашей. И нам в глаза говорили, что мы неадекватные. На Якуба Колоса типовые дома, а вот в Подымалово здания были построены по экспериментальной системе термохольц. Стены и перекрытия изготавливают на заводе, уже готовые модули собирают на месте. Своего рода конструктор. Дешево, сердито, быстро. Стандартная панель компании «Термохольц» толщиной 30 сантиметров состоит из 3 слоев. Внутренний несущий слой толщиной 10 сантиметров – это клееный деревянный щит.
Затем теплоизоляционный слой толщиной 15 сантиметров и внешний ограждающий слой толщиной 5 сантиметров. Проблемы, скорее всего, начались еще на этапе изготовления панелей. В Фонде развития жилищного строительства республики признают, технология не идеальна. Это сборные дома, не капитальное строительство. Такие модули выигрывают во времени на этапе возведения, а проигрывают в долговечности. Сделано все по проекту. Ну, наверное, у проекта есть какие-то слабые места. После обследования домов было проведено плановое вскрытие строительных конструкций заводского изготовления, которые пришли на объект. Там имело место недостаточно, не везде утеплитель, скажем так, был идеально уложен, как в стеновых покрытиях, так и в половых плитах. Дома, говорят, в Фонде развития жилищного строительства продолжат дорабатывать до тех пор, пока они не устроят жильцов. Затраты берет на себя региональный фонд. Но вопрос у людей есть и к тем, кто принимал дома, а это администрация Уфимского района и сельсовета. Почему вообще аварийное жилье решили строить по экспериментальной технологии 7 лет назад? Компания начала получать заказы на строительство соцжилья и активно рекламировалась. Мы получили официальный заказ от администрации города Уфы на строительство домов для детей-сирот. Поэтому на нас возлагается большая ответственность не отставать от сегодняшних темпов развития событий. Но отстать решили от Термохольц. Дома ненадлежащего качества были возведены не только в Подымалово. В итоге сейчас от технологии отказались. Вот только от этого обладателям уже построенных домов ни холодно, ни горячо. Хотя нет, наверное, только второе. Те, кто принимал здания в администрации, уже не работают. В том числе и бывший глава Дмитриевского сельсовета Михаил Андреев, который прославился после махинаций жильем вместе с экс-полицейским. Он незаконно вывел из муниципальной собственности 23 гектара дорогостоящей земли в пригороде Уфы. Нынешние сотрудники лишь ссылаются на бывших коллег. По словам тех, кто принимал дома в эксплуатацию, они были в надлежащем состоянии, то есть как свежепостроенные дома. Эксперты говорят, что ввиду некачественной эксплуатации и нарушения технологического процесса при производстве самих панелей, дома собирались с панелей, впоследствии это привело к таким последствиям в части того, что люди отказываются в них проживать. Значит, если будет экспертное заключение, что дома некачественно построены, соответственно, и у нас, у администрации сельского поселения, тоже будут вопросы. Мы же покупали готовое жилье, и если оно некачественное, значит, мы вместе с нашими гражданами пойдем и будем предъявлять претензии. А вот Следственный комитет в этой истории увидел что-то большее. В производстве правоохранителей сейчас находится уголовное дело. Возбужденная по статье «Халатность» по сообщению средств массовой информации о предоставлении администрации одного из сельских поселений Уфимского района нескольким семьям жилья, непригодного для проживания, взамен аварийного. В настоящее время следователями осмотрены все предоставленные помещения, назначены строительно-технические экспертизы с целью проверки их на пригодность проживания. Допрашиваются переселенные лица, а также работники администрации сельсовета и района. Изначально туда отказывались даже заезжать. Готовы были жить в своих старых домах, говорят жильцы. Пытались судиться. И далеко не из благородства или жалости их так хотели переселить из бараков, считают подымаловцы. Нас признали неожиданно резко аварийными, когда мы стали оформлять земельный участок. Там был земельный участок хороший, большой. Мы, получается, выкупили места из-под сараев. Когда очистили землю от 20-летней давности свалки. Мы просили помощи, когда они были на самом деле аварийными. Мы ездили в сельсовет, писали заявление. Они сказали, что у нас нет средств, чтобы вам помочь. Делайте все за свой счет. Они и сделали, набрали кредитов, провели ремонт, прожили, правда, там недолго. Весь марафет уже снесен техникой, домов больше нет. Есть ключи от новых квартир, в которых и жить-то не хочется, говорят переселенцы. Вместе с ними, кстати, вручали еще и такие вот открытки. Поздравления, в которых теперь выглядят как насмешка. Пусть будет в новом доме вам всегда тепло.